Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Из первых уст». В этом году исполняется 30-летие первичной ветеранской организации аппарата Акима Северо-Казахстанской области. И сегодня в нашей программе воспоминания и день сегодняшний. Я с удовольствием вам представляю наших гостей, наших замечательных двух гостей. Диляра Габидуловна Хасанова и Ольга Владимировна Черная. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я уже сказала, воспоминания день сегодняшний, это как-то вот звучит, да, немножечко, может быть, так грустновато все-таки, но тем не менее, это история, это современность, ну и, конечно же, это планы на будущее. Обо всем мы будем сегодня говорить. Но в первую очередь, вот ветеранская организация аппарата Акима области, она не просто существует, она действует, она активно себя проявляет очень. А сколько, Диляра Хасановна, человек сейчас в этой первичке? 20. Сейчас осталось мало. Было 47 человек. На сегодняшний день 27. К сожалению, уходят и уходят. К сожалению, да, это очень грустно. Причем очень интересные, замечательные люди. Давайте, наверное, мы вот так вот немножко все это сакцентируем на книги, которая сейчас издается, сейчас в работе материалы, которые будут в этой книге. Книга называется «Мы остаемся в строю». И выйдет она в этом году уже, да? К сентябрю. К сентябрю именно, да? Уже выйдет. Вот кто автор книги, кто пишет эти замечательные материалы и о ком будет рассказывать, о ком и о чем будет рассказывать? Значит, у нас есть рабочая группа в ветеранской организации. Мы с рабочей группой решили, как у нас все будет проходить. И решили, чтобы у нас была обязательно книга, где мы должны с самого начала, во-первых, этих людей всех вспомнить, о каждом написать. Потому что больше такого не будет. Пока мы помним, а дальше уже омолаживается коллектив, уже это помнить не будут. Вот. Ну и очень много мы работали с архивом. Правда, в архиве очень много данных нет. Меня поразило, что героев социалистического труда вообще нет. Вот. И Филипенко нет, Телюка нет и так далее. Мы все это искали. Сыздыкова, Каирбек Сыздыковича, 2 войны, который прошел полковник в отставке и так далее. Но тем не менее мы все нашли. Мы сделали, когда полностью материал вот, собрали вот по нашим людям, по каждому, потом я все это взяла писать. То есть под ваши, да, под вашим авторством да, находится? Вот, а потом, значит, я решила, что мы сделаем так, что у нас вначале выступает Аким области, потом выступает председатель Маслихата, председатель областного совета ветеранов, а потом пишем «Ветераны в строю», вот, и пишем о нашей организации. Мы написали, что у нас проделывается, кратко и все прочее. Потом мы решили, что нас поздравляют. И вот действительно, когда мы сказали, что так, все так удивились, и все стали присылать нам поздравления. Мы эти поздравления здесь все выразили. Вот. Ну, я понимаю, авторство ваше, но все-таки кто-то же помогает вот эти замечательные фотографии искать, да вот эти вот, которые были, да, у меня это аннотации. все у меня все это в архиве ваш архив. Есть. Все эти, мы решили только написать имя, отчество, год рождения, смерти, предположим, если умер, и что-то такое. Но после того, как в архиве так получилось, что того нет, я думаю, нет, надо написать больше, как надо, в любой момент заглянут, и всегда тут все есть. Да. И мы написали члены первичной ветеранской организации по таким области в разные годы. И тут абсолютно с самого начала. Потому что первый год ветеранская организация, когда образовалась в областном совете, потом стали на местах. И у нас тоже такое образовалось. И вошли чисто, которые в облсполкоме работали, теперь это Акимат области называется, и тогда бесхозные остались
обком партии, работники обкома обкома партии. партии. И вот они тоже вошли. Ольга Владимировна, какое ваше участие, ваш вклад в первичную организацию аппарата Киммербест? Ну, вы знаете, может быть, о себе говорите о своих коллегах, скажем так, не да. так удобно, а вот о коллегах я скажу. Замечательные коллеги, замечательная группа, замечательные люди, которые входят в нашу первичную организацию. Что удивительно, в каждом человеке замечательная, прекрасная душа, прекрасное солнце, прекрасная жизнь. Вот, допустим, случилось вот какое-то мероприятие такое хорошее, радуемся мы все, радуемся тому человеку, который есть. А вот, допустим, жизнь, она течет. Ветераны, которые, ну, прошлых лет, конечно, здоровье немножко подводит, они уходят от нас. Это очень-очень жалко, очень болезненно. И вот те люди, которые состояли в нашей первичной организации и ушли от нас, до сих пор они в наших сердцах живут. Мы их вспоминаем, мы помним их дни рождения, их даты смерти. И вот мы хотели вот насчет этих мемориальных досок. Да, давайте, извините, что я вас перебиваю, мы обязательно поговорим про мемориальные доски именно. Но я знаю, вот вы сказали, что мы вот буквально на пульсе держим вот всю группу, да. Я знаю, у вас есть какой-то необычайный такой информативный, вот есть справочник. Да, у нас есть. Что это такое? Информационный вестник. Да, у нас вестник. У нас, во-первых, ну, календарь, естественно, обращение. Да. У нас качественный состав нашей ветеранской организации. В любое время открыл, и ты знаешь, сколько, чего и как. Потом каждый день рождения, в каждом месяце. Потом отдельно юбилей. Вот в этом году у нас будет один юбиляр. Это Калиев Кодоберен Калиевич. Это всем известный человек. Изумительный человек. Да, замечательный человек, Да, профессионал. Он до сих пор является советником, у него все спрашивают, он везде находится, всегда в строю. То есть очень-очень вот То есть можно это говорить. год знаменательный такой. Да, я немножко добавлю. А вы к вообще этому. рядом с ним работали? Да, я немножко. Просто мне посчастливился случай, что он был у меня непосредственным руководителем. Вот такого руководителя иметь, ну, это великое счастье. Грамотный, подкованный, человеческими качествами замечательными обладает. И вот когда пришел срок расставаться, когда вот эта вот эпопея наша после 91-х годов, так было расставаться, ну, встречаемся очень-очень редко. Ну вот, иногда вот вестник, я ему в прошлом году, позапрошлом году заносила, встречались с ним. Ну, иногда вот на этих общественных мероприятиях, вот драмтеатры, или сейчас или в театре. нас собирает 1 числа, вот Да, тогда еще встречаемся. Да, встречались. Ну, настолько изумительный, прекрасный человек. Ну, я не знаю, вот подобных трудно даже найти. И это как раз было перед тем, когда вот все это распалось, все это разошлось. Ну и, конечно, очень я хочу, чтобы Кудайберген Калиевич жил долго-долго и счастливо. Да. Замечательные дети у него, Мансулы, девочка, дочка прекраснейшая. Ну вот просто я не знаю как. Во-первых, семьянин прекрасный, как работник. Вот даже был такой случай. Погода была очень такая, ну, как говорится, неблагоприятна, одно из летних периодов. И я там была в командировке, приезжаю, он спрашивает, как. Я прям чуть не заплакала. Говорю, жара стоит, дождей нет, прям все засыхает. А он... Извините, я вас перебью. Вы сказали, что под руководством это был сектор агропрома, да, да, наверное? Сектор сельского агропрома. хозяйства тогда называлось. Именно вот эти все вопросы курировал Кудайберген Калиевич, да, и вы работали под его руководством. Да, под его руководством. Это было, ну вот, просто мне посчастливилось работать под руководством такого. И вот эти все моменты, да, вот, это вот такие рабочие моменты, которые вы сейчас рассказали, вот, наверное, из этого... Засуха, дождя нет, аграрии, конечно, да. все страдают, переживают за урожай. И вы здесь, да, как говорится, всегда они само по себе, держите а руку наше на пульсе. геологическое дело тоже там пропадало. То есть на вот полях. в этом-то и состояла ваша основная задача, когда я хотела спросить про ваши, какие вы должности занимали, в чем заключалась ваша работа. Именно вот в этом и заключалась она. Да, это так. Дина Григорьевна,
Извините, что я вас так называю, Диляра Кабидуловна, Дина Григорьевна. Вы вот в те времена, когда работали, да, в аппарате Акима Северо-Казахстанской области, тоже были на таких, по-моему, социальную сферу вы курировали, у нас да? социальная сфера, я прежде всего курировала культуру области, молодежь, спорт, туризм, ветеранов, архивы. Очень много вопросов было таких, это самое. Потом у нас замещаемость была. Работали мы очень долго, самое раннее в 12 часов ночи приходили, а если командировки и так далее, то это приходили в 5 утра, предположим, приедешь, в 8 ты уже на работе, уже все как в строю. Вот был такой случай, когда было столетие Сабита Муканова, ну вот, казалось бы, ну все, уже ночь, куда уже идти? Нет, я почему-то пошла в ночь, там, где была сцена оборудованная, импровизированная такая сцена. И я знаю, что там мы будем встречать Назарбаева, тогда президента, мы будем встречать очень видных людей Казахстана и так далее. И смотрю, лестница, по которой будут подниматься Назарбаев и гости, вот такие тоненькие дощечки. Я этого разбудила Кутушева, тогда отвечала, говорю, нас вообще выгонят с Северного Казахстана. Вот такие сделай, чтобы стопа хорошо ложилась, к утру доски были все. Вопросы Казалось бы, решались никто именно не так. заставлял. Вот мы так были, вот как сказать, к работе были. Или утром, например, все было убрано, в 10 утра должен уже идти Назарбаев со свитой. Коровы прошли, лошади пришли, все. Пришлось взять лопаты, все это убирать со всеми. Вот всякие дела приходилось. Хотя все думают, что у нас там делать нечего. Там делать очень много. Все из мелочей складывается. Да, я помню, вот в те времена, это, наверное, был конец 90-х, да? Мы сотрудничали именно вот с отделом, да, аппарата КИП области по проведению благотворительных различных телемарафонов. Помните, наверное, это время, это да? Детский фонд очень Детские хорошо работал. фонды, да. Вообще тогда фонды еще были, и потом вообще с людьми как-то люди откликались. Вот много у нас пришлось работать с афганцами быть, потому что они были, вот как бы, вроде как их поддерживали, когда они воевали, а потом как бы это не нужна была война, и они как-то так... В общем, большую работу Да, проводили очень... совместно вот именно с нами, с нашей телестудией. Потом здесь много было очень, было, очень которые тяжело было массовость тоже. была очень такая высокая, и поэтому... Придешь, например, вот я курирующий, прихожу в музей, холод, зарплат толком нет, осталось только 2 статьи расходов. Но тем не менее откликались. Но тем не все менее откликались, да, и это все делали, было... помогали, работа шла, не останавливали. Потому что работали люди, которые вот профессионально и заинтересованы были в этой работе. Потому что они знали, что все равно будет хорошо потом. Все равно сейчас другая обстановка. Что библиотеки взять, что музеи, культучреждения, которые имеются. Посмотрите, у нас какой казахский театр, как обновился русский театр, как вот что и очень много обновился город такого, в целом, да, в плане в целом. архитектуры. Так, ну, воспоминания это очень, конечно, хорошо, но вернемся к текущей работе, как говорится. Все-таки вот про мемориальные доски вы хотели говорить. Касается... Это все организационные моменты, которые вот к юбилею, да, планируются. Да. Вот когда я начала работать, мемориальные доски можно было устанавливать, когда человек, предположим, умер через 5 лет. Потом вот когда Агиев у нас умер, это был 19 или 20 год, можно было прямо в этом году. Сейчас... Вот Беевой уже 8 лет как нет. Мы не можем ей установить мемориальную доску. Значит, в больших высших кругах Казахстана придумали, что это будет только когда человеку исполнилось бы 100 лет. Это то есть получается, вот мы, очевидцы, умрем, вторые, третьи, вспоминать будет некому, ну и далеко ходить не надо, все равно человеческий фактор другой стал, не такой, как раньше. Кто это будет знать? Кто это что будет делать? Почему оно так получилось? И мы вот просто этим расстроены. Мы думали в тот день, когда мы окончательно уже наш будем праздник делать, в этот день мы обязательно откроем хотя бы доску мемориальную Зине Сергеевне Беевой, первому нашему председателю. Понимаете? И тут вот мы прямо как узнали, у нас вот есть свой чат,
ветераны Облакимата. 20-е, видимо, И да? вы знаете, туда пишем все хорошим. И вот сегодня, кстати, день рождения у Николая Григорьевича Пономаренко. Это замечательный человек. Ну, мне за все отвечать тяжело. Я попросила Ольгу Владимировну. Ольга Владимировна, час ночи у нее уже идут поздравления. Потом подтягиваемся мы. По-современному. В Да. 12 часов ночи Потом всё, подтягиваемся поздравляем. мы. И у нас, знаете, такое вообще неприятно, когда поздравляют, да еще там с какими-то открытками, с хорошими такими добрыми словами, которые вот, ну, как сказать, идут от души. Вот это вот. И получается, что... А как вот, когда мы написали про Мириаль Доску, ну, прям все поникли. Ну, как так можно? Ну, я думаю, что ситуация прояснится, да, этот вопрос как-то будет решен, возможно, пересмотрен. Но я думаю, что есть другие какие-то, да, вот меры, да, поддержки своих ветеранов, своих участников, во-первых, нас группы каждый этой. праздник нас поздравляет акимат области. Такие хорошие, теплые слова, красивые нам открытки. 1 числа нас всегда собирает аким области. Если не ровно 1, то числа 10 или какого, потому что месячник идет целый месяц. И мы рады, что снова встречаемся. Если какая-то музыка есть, у нас еще душа молодая, танцевать идут. Правда, у нас и мужчин осталось совсем мало, женщин побольше. Но, как говорится, все, душа на поляну просится. Такое вот. И нам всегда так. Ну, когда похороны тоже помогают. Да. Всегда откликаются. Минуты радости, минуты горя. Да, минуты радости, минуты горя. Мы ничего не можем сказать. Мы всегда видим поддержку. То есть 24/7 получается, да? Да, В чате у нас вот получается правком очень хороший. Вот сначала с правком умеют выслушать, узнать все. Потом уже приходим к выводу. Или меня убеждают, что вот вы не так. Давайте лучше вот так. Или я их, наоборот, убеждаю, что нет, это вот так. Чаще происходит именно вот это. И Убеждайте вы. Нет, ну, я хочу Бывают сказать, моменты, что нормально, конечно. вот нормально. Да, как вот приходите к одному знаменателю? Вот знаменательному к одному прихожу. Во-первых, у нас стальной стержень, руководитель. Это настоящий стальной стержень, у которой нет ни дня, ни ночи. В любую минуту она получает какое-то известие, она схватывается и бежит помогать. Всем, без разбора, без того, какой ты молодой, или старый, или престарелый, или там еще какой-то. Несмотря на возраст, Несмотря на возраст, обязательно помогает. И вот, вы знаете, у нас получается как бы маленькая вот такая семья, небольшая. Ну, 27 человек, это не так осталось. много. Но дело в том, что замечательные все люди, замечательные все. Они откликаются на радость, они откликаются на боль. Когда получается у человека какое-то горе, мы все вместе. А знаете, или вопросы решать какие-то. Или вопросы какие-то решать. Мы все вместе. А когда все вместе, и мы идем, подходим к общему знаменателю, это немножко вот теплится в душе, что вот действительно, может быть, кому-то трудно понять, что это как маленькая семья, но это действительно настоящая живая семья, которая живет настоящими радостями, бедами, прелестями разными. Даже у кого-то кто-то родился, мы радуемся. Общая радость. Да, Вот год исполнился правнучки. Мы еще ее ругаем, что ты каждый день хочешь смотреть. Возраст все-таки, побереги себя. А они у меня спрашивают разрешение, а вы сегодня можете или нет? Вот, кстати, подходим сейчас, подвела Диляра Габидуловна именно к вопросу советов молодым и пожеланий. Вот, но сначала, наверное, у меня такой вопрос будет, а что вам дает-то самим силы? Что вам дает силы вот этот стержень держать постоянно? Ну, вот мы чем даже, вы заряжаетесь сами? Чем? Ну вот мы даже не, как сказать, не задумались. Вот Каскеев недавно не стало, Заид Любаевич тоже замечательный человек. Вот сейчас хотим его труды разобрать. Он очень много стал. Он хороший журналист был. Он 20 лет руководил орготделом. Это вот по калькам его сейчас работает. Вот с документацией в первую очередь и так далее, и так далее. И вы знаете, и вот продолжаем дальше смотреть. Вот сейчас жена очень тяжело перенесла его боль. Ей тоже вот 90 лет исполнилось. И она дважды упала, и у нее со здоровьем было неладно. Такое. Нейрохирургии ей сделали небольшие операции, вытянули эти
Самое, она сейчас вышла на работу, говорю, вышла, Вернулась вернулась к домой, активному но она, это чувство, мы все время за ней спрашиваем, дальше как продолжается. Вот как случилось, вот мы сейчас хотим вот встречу сделать, такой небольшой, как сказать, встречу, и пригласить хотим или детей, которые остались, или жен, которые остались, или мужей, которые были у нас в организации. И вот эту книгу мы хотим каждому подарить, чтобы она у них осталась дома, чтобы вот так открыли, и было приятно. Вот даже у нас тут есть раздел «Остановись мгновение», у нас тут столько фотографий, столько всего, и сразу начинают воспоминания выходить. А каким примерно предполагается тиражом издать вот эту замечательную книгу? 100 экземпляров. 100, потому что нам отдается, остальное за Чебокимат, обязательно в архив надо отдать, вот, обязательно нужно библиотеке дать, в областной совет, городской совет ветеранов, то что везде, чтобы это осталось в памяти. Ну, работа кипит, я думаю, что она еще не завершена, она и будет продолжаться после юбилейных вот этих вот мероприятий. А так и будет продолжаться, будет потому продолжаться, что, конечно, у нас по работе очень много вопросов, в основном здравоохранения. Потому что, когда попадают в больницу, когда мы там прослеживаем, чтобы там нормально с ними был и уход, и так далее, но как-то все здравоохранением, как-то у нас все время налажен такой наоборот, связь такая хорошая налажена. Мы, правда, вот за это время много сменилось руководство, но продолжаем. Что касается ветеранов, тут о чем? Бытовых много вопросов. По любому вопросу бывает, что обращается, и я иногда думаю, господи, да что же это такое? Нам нужен секрет, все-таки я не устану этот вопрос повторять. Чем вы как быть такими активными, как заряжаться, что вам дает по жизни. Дело в том, что это самое главное любовь. Любовь к человеку, доброта, порядочность, честность. Друг на друга смотришь и думаешь, вот столько Дина Григорьевна работ, по-моему, 36 часов. Если бы было в сутках, она бы их использовала, понимаете? И вот так вот смотришь, если она какое-то, допустим, поручает задание что-то сделать, ну как можно, допустим, сказать, вы отойдите в сторону, надо обязательно помочь. Я вот пример даже не знаю, удобно или неудобно приводить такой пример. Сделала операцию, допустим, на глазах сегодня, не проходит суток, она бежит, занимается вопросами, чтобы поздравить всех с какой-то... 8 марта, вот, например. С 8 марта или там 1 октября. Эти вопросы вот решаются, знаете, на ходу. И потом вот смотришь на такую зарядку, ну как можно быть в стороне? То есть даже вообще уже Нет, а вы понимаете? Вот неприлично говорить, да, неприлично о каких-то болячках говорить. Это у вас табу, я так понимаю, да? Этого нет практически. Нет, мы это не говорим. Мы не говорим не это. надо, и вообще нет этого. Мы это не говорим, мы когда встречаемся, я помню, вот жива была, когда Зина Алексеевна Банникова, я говорю, ну приди, на такси приедь, мы тебя встретим. Это она когда пришла, она говорит, это ж мне на всю жизнь память. Все к ней подошли. Зина, как ты пришла, Зина, как ты хорошо выглядишь, там еще что-то. И концерт такой был, придумали, и все это, и так это было хорошо, от общения такого. Потому что мы как-то общаемся, когда уезжает в другой город, вот, например, Зарипова у нас была Валентина Файрузовна, я уже встретилась там с ее дочерью, и говорю, вы знаете, теперь мы ответственность на себя не берем. Она теперь живет в городе другом, вот, поэтому вот так вот. Ну, они, когда связь-то не теряете с ней, да, конечно. не теряем, но вот они попросили, когда ее не стало, попросили, чтобы мы соболезнования написали в Северный Казахстан, потому что ее многие знают по работе и так далее. Вот. И вот таким вот образом. Как Зина Сергеевна, как все комсомолята помогали. Ведь она с комсомола начинала. Вот, как все закалка, помогали. вот откуда идет. Да, там вот где корни просто, этого всего. Как сказать, мы даже не задумываемся. Это не то, чтобы даже слово «надо» тут не получается. Но как вот иначе? Мой внук, а как иначе? Да, вот мой внук мне говорит, иначе нельзя. ну зачем они тебе, эти ветераны, лучше приедь ты в Алмату, живи ты с нами, ну вот что ты там находишься? Я как что, нет, я не могу, мне надо ехать. Я говорю, а он говорит, ну зачем они тебе нужны? Я говорю,
Ну а кому они нужны, эти ветераны, если на то пошло? С ними надо заниматься. Надо, чтобы мы чувствовали, что мы живем, что все. Почему и вышло название? Мы остаемся в строю. И это в крови. Да. Это И в это в крови. крови уже. Мы уже привыкли так. Мы забываем о себе, нам надо это сделать, помочь надо, это сделать. Кому-то плохо стало. Вот врача находим хорошего, консультацию пронесем, еще что-то. По бытовым вопросам бывает. Даже в семьях что-то неладно бывает. Там у внучки с мужем там, или с детьми, что тоже эти вопросы тоже решаем. В общем, я не знаю, как наши телезрители, но я вот абсолютно зарядилась вот этой энергией неиссякаемой, да, от вас, готова свернуть сегодня горы и перейти реки, океаны, и идти всегда в строю. Вы знаете, Зине Сергеевне было бы 85 лет, вот это года 3-4 назад, и тогда еще ковид был, не разрешали, то бы мы целый театр бы собрали, к ней бы пришли. А тут пришлось вот в зале ассамблеи собрать, многие обижались, что не попали. Ну и пригласили артистов тоже, чтобы как-то разбавить. И вот когда мы разговариваем, все говорят, слушайте, как они говорят, сколько в них всего. Там одной певице нужно было уходить срочно, она осталась, говорит, я лучше опоздаю. Но я прямо не понимаю, говорит, откуда это? Притягательная энергия, тоже очень вот так хорошая вот. энергетика, А все притягательная удивляются. и заряжающая. Да, вот как-то была в профсоюзе женщина одна была, она думала, что это ветераны там, господи, уже. Все. А потом я говорю, а вы придите на наше собрание и посмотрите. Мне говорят, слушайте, а как говорят? А вы, говорю, говорить теперь не умеете. Все понятно. И Ну так что ж, далее. можно, конечно, бесконечно говорить на эту тему, на тему вечной молодости, неиссякаемой энергии, бодрости духа и, конечно, успехов в проведении всех мероприятий, которые вы запланировали. Проведем. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Вам крепкого здоровья еще на долгие годы. Оставайтесь такими же, пожалуйста, вот такими же, не меняйтесь. Не будем, теперь уже не будем. Но мы желаем вам всех благ земных, Да. хороших передач, чтобы люди любили вас, зрители, смотрели, слушали. Это очень Творчество большое. во всех начинаниях, чтобы были хорошие, радостные встречи. Тоже вот, как мы вас зарядили. Так что Спасибо вас вам заряжаем. огромное за добрые слова. Наших телезрителей также благодарю за внимание. И до следующих встреч в программе «Из первых уст».